Уважаемые коллеги, сотрудники Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, поздравляю всех нас с праздником работника сельского хозяйства. Вся страна, после уборочный период, поздравляет всех людей, которые способствовали уборке урожая. Конечно, еще предстоит много работ по животноводству. Ветеринарная медицина – это вообще вечный процесс. По экономике и социальному развитию села – это тоже процесс вечный. Поэтому поздравляю всех нас с выполненным объемом полевых работ. Еще многое предстоит. В академической науке, наоборот, наступает самая ответственная пора составления отчетов, рекомендаций, и много-много будет интересных дальнейших работ. Я думаю, все у нас получится. Первые дни моей работы показало, что коллектив очень работящий, все довольно неплохо у нас происходит, довольно много публикаций, я посмотрел уровень, Web of Science, Scopus, ваковские статьи, все это имеется. Ну, конечно, надо стараться как можно больше интересных результатов получать. Я думаю, что у вас все получится. Настроимся на позитив, постарались максимально стимулирующую часть, которую мы получили, для выравнивания разности между проектами, максимально учесть и сделать все как положено. Всех нас с праздником. Думаю, что со следующей недели пойдет большой интересный процесс знакомства нас друг с другом. Всем удачи! Укороченный день, поэтому понятно, что мы собрались по событию тем, что каждое второе воскресенье октября, День работника сельского хозяйства, у нас институт, имеющий отношение и к науке, и к сельскому хозяйству. Ну и, знаете, есть еще узкопрофессиональные праздники. Я думаю, у вас есть такая традиция, потом немножко расскажете, что, как отмечаете. Ну, конечно, все зависит от финансов, праздники в этом плане. Нам вот сейчас за 9 месяцев дали такую оригинальную систему, под названием для выравнивания стимулирующей части между 4 проектами. Поэтому мы посовещались, и все комиссии научно-методических советов приняли решение, что те 35% за эффективность, которая распределялась руководством, мы просто это все соединили в большой 100% объем, то есть если раньше 65% шло на одну часть, 35% на другую, то сейчас мы сделали 100%, но внутри, конечно, есть разные группы, поэтому у нас есть руководители научно-методических советов, есть люди, показавшие особые показатели, ну и есть основной состав исполнителей 4 тем. Мы долго совещались, были несколько вариантов, в конце концов пришли к консенсусу. Я почему рассказываю насчет этих схем. Может быть, на первый раз кажется, что непонятно, почему я вам говорю про какие-то цифры, но это все жизненно важно. Ну и это открытость, которую я вам обещал. Поэтому у нас есть консенсус, есть протокол, основной составлен, есть формулы, которые применяются по всей России, и формулы никаких 35-65 не содержат, все в ПЭТ. И принято общее решение на совещании, что ПЭТ будет вычисляться 1 раз в год и будет действовать весь год, и будет учитывать все показатели, которые по достижению тех проектных результатов, которые у нас имелись. То есть все будет оцениваться по этим критериям, но критерии надо
конечно, менять, потому что это не есть такое железобетонное явление. Что-то в свое время было положительное, потом ушло, что-то пришло слишком большими баллами, маленькими, и они могут меняться. Но принципы даже могут меняться, поэтому четвертый квартал, все баллы, которые вы знаете, решения этих комиссий мы не оспаривали, начнут действовать. И будут действовать по показателям за четвертый квартал. Многие из вас знают, что в четвертом квартале выходит очень много публикаций, и они как раз являются таким вкладом. Ну и положение, которое мы, думаю, все вместе, всем миром мы ждем от всех предложений, от всех структур, даже отдельных людей, исполнителей, пожалуйста, открыты. Система полностью прямая, можете высылать на почту, на WhatsApp, и потом это будет в виде определенных стратегических сессий, так называемое модное слово. Мы постараемся сделать ТЭД, который будет действовать по итогам 2 лет прошлых и действовать на 1 год вперед. Вот так много суток делает, я думаю, это тоже новый виток, поэтому по этому части, по всей части практически все получат начисление. Сейчас бухгалтерия этим занимается. Правда, это, наверное, все придет у вас после праздников, но я все-таки вам его рассказываю. Ну и хотелось бы сказать немножко о планах, что у нас предстоит на следующей неделе. Примерно это в среду я хочу поехать в Покровск. Ну и, во-первых, управляющий пригласил познакомиться, я и сам туда хочу поехать, плюс не только к нам, но и зайти в администрацию, принять много вопросов и решений. Ну и по понедельникам, я думаю, в 11 часов это самое оптимальное время для планерки, как вы проводили. Она будет проходить регулярно, или я, или, пока Марфа Павловна, для каких-то оперативных решений, если вдруг я отсутствую. Поэтому в понедельник руководителей лабораторий, групп, АХО, мы информируем, всех ждем на Адмсовет. Ну и вчера было 2 интересных события по времени. Наверное, первый, это Марфа Павловна выступила в Академии наук Республики Саха-Якутия с отчетом, который вы все готовили, 22 слайда, и было принято решение, что отчет принят, на следующий год планируют увеличение. Это уже как дело такое, поэтому Марфа Павловна достойно представила институт, за это ей большое спасибо. Ну и второе событие, наверное, почти параллельно, это Михаил Петрович выступил на круглом столе, который организовала чуть ли не Госдума Российской Федерации, комитет Тумусова. И он выступил, я считаю, с базовым докладом по биобезопасности, касательно ветеринарной безопасности. Поэтому есть там определенные перспективы. Михаил Петрович, презентация, считаю, очень хорошая и в плане графическом, и в плане подачи. Это все было очень хорошо. Поэтому вот такие нам своеобразные подарки мы все получили. Поэтому давайте поаплодируем Михаилу Петровичу, нашим подходом, принципам, которые мы консенсус осуществили, и поэтому будем дальше работать. Я примерно пообщался с финансовыми службами. Одна из вещей, которая нам мешает, это то, что у нас районный коэффициент не 50%, а 40%. То есть 10% недодача, но Люция Рудольфовна говорит, что по нормативам финансирования мы получаем не меньше. Внутри перераспределения это наше дело. Хотя я, например, как экономически немножко мучающий человек, не понимаю, как можно вход перераспределить, если там 40% заложено, а не 50%. Ну, поживем увидим, будем взаимодействовать. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас
Это нас сильно не омрачало. Встретился с профсоюзом, с Советом молодых ученых. Ну и вот те подходы, которые я как бы озвучил, это корректировка ПЭДа и так далее, это все требует в том числе консенсуса, и все положения, которые мы будем прорабатывать, они в конце концов должны пройти через наш, в том числе, профсоюзный комитет, потому что знаете, что есть администрация, есть профсоюз, есть сотрудники, которые вот эти как бы две стороны очень важны. Познакомиться с председателем. У вас актив 5 человек. Конечно, это, мне кажется, немного, но сказали, что нормально. Я как бы не собираюсь как-то со своим уставом сразу все говорить, но на такой большой коллектив, с такой разветвленной системой, возможно, можно было в подразделениях в помощь правкому еще как бы вот представителю, ну, как бы, профгруппорг, там понятие, помните, еще с советских времен было. А профактив, очень, думаю, вас всех устраивает и очень хорошо. Ну и что я хотел бы, где АНСЕ стали создавать, и одна открытка, она по Институту сельского хозяйства посвящена якутской лошади. Это как бы посчитали исторический парк «Россия. Моя история» как некий бренд. И, соответственно, мы ее первые сделали. И сообща, но я думаю, что институт настолько разнообразен и интересен, что мы так потихонечку поработав, можем вот такие открытки делать по всем направлениям, которые представляют интерес. Это вроде бы создается впечатление, зачем этим надо заниматься, но не так уж много времени она потребовала. Тут есть команда дизайнера, методистов и людей, которые в этом мотивированы. Есть возможность сделать логотипы. Логотипы не только института, но и, например, малых предприятий, которые у нас есть, и других структур, хозяйств. Поэтому тоже одно из интересных направлений. И хотелось бы, чтобы на следующий год, День работников сельского хозяйства, каждый из нас получил вот такую открытку. Это вроде бы не такая у них стоимость, но продает ее исторический парк с прибылью для себя. Так что она окупаемая. То есть если мы сделаем, то там даже можно сделать так, что для нас это вообще будет безденежная схема. У нас являются лидерами наших направлений. И сегодня совпало, сегодня два величайших праздника в нашей стране. День рождения президента Российской Федерации. Это первое, а второй день рождения Михаила Петровича Неустроева. Михаил Петрович, кроме того, что он в ПЭГе там активист, один из лидеров, само собой объективно, он получил вот эти две открытки, тоже маленький подарок. Ну, я думаю, что такие открытки по ветеринарным препаратам, медицине, наверное, тоже будут и очень достойные вещи. Михаил Петрович, вам слово. Как бы мы вас поздравляем, любим, уважаем. Работников сельского хозяйства. Это наш родной праздник. Мы всегда его отмечали и всегда на нас смотрели наши товаропроизводители и наше Министерство сельского хозяйства. Потому что мы неразрывно связаны с нашим производством. Наш институт, хотя мы являемся подразделением фундаментальной науки, но основное направление нашей деятельности – это прикладное. То есть мы неразрывно связаны с нашим производством. Все наши разработки после научных исследований проходят проверку, производственные испытания в наших хозяйствах, а потом мы внедряем наши разработки по всей нашей республике. И мы помним, что благодаря нашим работам, ну, помните, наверное,
опытно-производственное хозяйство Покровское. Это один из примеров, как работала наша наука в неразрывной связи с производством. Они получали за пятилетку по 22 центнера зерновых гектара. А сейчас кто-нибудь получает такие урожаи в нашей республике? Никто не получает. А почему не получали? Потому что наши научные работники по зерновым культурам непосредственно работали в опытно-производственном хозяйстве, и это хозяйство внедряло нашу разработку сразу в поля. У нас уже есть планы встречи с нашим Министерством сельского хозяйства, разработать именно план освоения научных разработок, тем более у нас десятилетия науки и технологий объявлены нашим президентом. Но в этот период нам сам Бог велел работать и совместно с нашими чиновниками Министерства сельского хозяйства и департаментов поднять наше сельское хозяйство. Ну а в каком положении наше сельское хозяйство мы все прекрасно знаем. Мы не достигли тех показателей, которые были в 90-х годах прошлого столетия. А прошло-то 32 года уже. Поля-то остались, река Лена течет, природа не изменилась. Вот надо думать, в чем причина и почему так. Ну, примерно мы знаем, почему так. Примерно, хотя есть и стратегический план развития нашей республики, но эти планы были грандиозные, но осуществление этих планов пока только желание. Ну, еще раз я хочу поздравить наших коллег, всех этим праздником и пожелать, чтобы мы еще достигли в своих научных исследованиях. И самое главное, что наши научные исследования были востребованы нашему производству. Это самый больной вопрос всей нашей системы, всей нашей страны. Это освоение разработанных технологий. Поэтому я хотел бы дать слово Лидии Ивановне. Она вчера, как раз, когда мы совещались, одна из таких подходов социалистических, можно так сказать, да? Потому что мы приняли решение выравнивать с учетом численности стада, выделить необходимый какой-то минимум для тех, кто реально работал и по разным причинам вдруг кто-то какие-то темы оказались в плюсах, кто-то в минусах, минуса решили поднять, плюса не сильно давать, но все-таки именно Галина Ивановна сказала, ну надо все-таки всех максимально поддержать, и мы это постарались сделать. Галина Ивановна, вам руководитель научного направления по экономике и социально-экономическому развитию села. Күнді бірге үлелер коллегаларым әйгені барғытын тұяқа айстотын көзінен итетігістіңнік ағардалейбін. Бұл бігі тұяқа үлелері жаржанлар тұяқа айстотын бірағанығын әме бәу бірағанығынан ағабыт. Негеден бүгін әме бігі бірағанық стимулирующий бұтаттан Успейдан кәлбіті болыр әсті күсті бірағынық болыты, аны успейді ағата. Но стимулирующий бұғырыға критерийдерінен бол баққа бары бұтығар олақан әлбақ суммада болар бары бұтығар
тексере эне де йөрүлә курдук бихәка ахракчаннар бакара баллакчаннар ылактарнагар эсел бә ылактарын урук критериянан ылактарнагар эсел бә ылактарын пантан элбак баллакчаннар аныгыска хереге төрдүс кварталга ылаллары эме выгодный курдук тоди тактырдыс кварталга хырыайы бихәка ариел бакачкалечи анан балдыр bir balhanata öbden takın hep. İti behan kamuya üledin etene hatta atak yubarı tehir ülelihi te kahaysı ve ülelihi canlar behetinden atan tehir haydarın tuhugar barı olakanlık hallavet barı ol tuhugar ülelihi cavit anan te kahaysı'nın günden üstü böyle haddalibin onunla barı gider jolu sardığını bağırır. Был отчет по КНИ-2, там 4 института было, 2 института ФИЦ, СВПУ и ИНИС. Я отчиталась по данным, которые вы нам предоставили для презентации доклада. Отметили, что проведена очень большая работа, вопросов было немало. И в конце рекомендовали на следующий год, ну, если будет такая возможность, решили увеличить финансирование ЕНИС. Но там по докладу я сама чувствовала, что некоторые темы совпадают, есть совпадение с госзаданием. И это надо очень осторожно уже в годовом отчете. И был такой вопрос. Но я ответила, что темы похожие есть, но задачи совсем отличные от госзадания. И поэтому в отчетах годовых надо все это предусмотреть. И вот с праздником тружеников сельского хозяйства поздравляю. Наука имеет к этому тоже играет большую роль. Желаю вам всем новых научных идей, их воплощения, и чтобы наши достижения науки внедрялись в сельскохозяйственное производство. Также желаю всем здоровья, благополучия в семье, и будьте здоровы все.